Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии и приглашаю вас в наше путешествие по организму человека. Тема нашего урока – орган равновесия, роль мышечного чувства, обоняние и вкус. Сегодня на уроке мы вспомним о органе равновесия, определим роль мышечного чувства для поддержания жизнедеятельности организма, узнаем, какие органы чувств принимают участие в определении вкуса. Человека окружает удивительный мир, богатый красками, звуками, запахами. Мы воспринимаем его то с восхищением, а то с опаской. Информацию о происходящем в окружающей среде мы получаем через органы чувств – зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния. Положение тела человека, его ориентация в пространстве контролирует специальный орган. Этот орган называется вестибулярным аппаратом. Вестибулярный аппарат состоит из двух маленьких мешочков и трех полукружных каналов. Полукружные каналы расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Полукружные каналы заполнены вязкой студенистой жидкостью. В этой жидкости находятся небольшие кристаллики солей кальция и вестибулярные рецепторы. При любом движении организма жидкость смещается, давит на волоски и возбуждает рецепторы. От рецепторов нервные импульсы по вестибулярному нерву идут в центральную нервную систему, поступают в мозжечок, продолговатый мозг, средний мозг и таламус. Из мозга ответные импульсы поступают к различным группам скелетных мышц. Происходит их рефлекторное сокращение, и равновесие тела, если оно было нарушено, восстанавливается. Для поддержания жизнедеятельности организма важную роль играет мышечное чувство. Мышечным чувством называется процесс восприятия раздражений, возникающих при изменении сокращения и расслабления мышц. В стенках мышц и сухожилий находятся рецепторы, определяющие их положение. Рецепторы постоянно посылают в мозг нервные импульсы, соответствующие положению мышцы. Когда человек представляет какое-либо движение, то нервная система определяет, как мышца должна сократиться или расслабиться, чтобы движение было совершено. Поэтому человек имеет возможность двигать ногами и руками. Мышечное чувство обеспечивает постоянный контроль, сообщая мозгу о том, что происходит в мышцах, суставах, и не допускает неловких движений, дает возможность ощущать каждый мускул, помогает совершать координированные движения и выполнять трудовые операции. В начале приобретения трудового навыка человек вынужден контролировать зрением все свои движения. И только когда вырабатывается стойкий навык, надобность контроля с помощью зрения отпадает. Машинистка печатает, не глядя на клавиатуру. Пианист не смотрит на клавиши. Вязальщица на спицы. Движения человека становятся автоматическими и контролируются головным мозгом. Информацию об окружающем мире дает и чувство осязания. Благодаря ему человек получает представление о поверхности предмета, его форме, размерах, массе. Если коснуться предмета, держать и ощупывать его, то в нервных окончаниях кожи, а также в рецепторах мышц и сухожилий возникает возбуждение. Возбуждение по нервам передается в зону кожно-мышечной чувствительности, теменной доли коры больших полушарий головного мозга. Возникают ощущения массы предмета, состояния его поверхности. Кожные рецепторы раздражаются при разных типах воздействий. Холод, тепло, давление, прикосновение. Чувство боли предохраняет организм от травм, ожогов, обморожения.
сообщает о возникновении заболевания. Ощущение давления помогает ориентироваться во время ходьбы и бега. Холодовые рецепторы вырабатывают нервные импульсы с наибольшей частотой при температуре от 20 до 40 градусов. Тепловые рецепторы наиболее активно вырабатывают нервные импульсы при температуре от 40 до 46 градусов. При нагревании частота импульсов в рецепторах возрастает, а при охлаждении уменьшается или полностью прекращается. Полагают, что тепловых рецепторов на всей поверхности кожи около 30 тысяч. Причем рецепторов, воспринимающих тепло, меньше. Так, на 1 квадратном сантиметре кожи кисти находится 5 холодовых точек и только 0,4 тепловых. Эти рецепторы расположены преимущественно в верхних слоях кожи и позволяют человеку ощущать температуры окружающей среды. Таким образом, кожа, в отличие от всех остальных органов, принимает больше всего сигналов из окружающего мира и помогает нам создать объективную картину реальности. Орган вкуса располагается в ротовой полости, в начале пищеварительной системы. В далеком прошлом природа позаботилась о том, чтобы пища была опробована на вкус. Все неприятное, несъедобное, ядовитое и опасное для здоровья не должно попадать в организм. Вкус пищи человек воспринимает специальными клетками, которые находятся в ротовой полости. Эти клетки располагаются в слизистой оболочке мягкого неба, в его складках, в надгортаннике, в слизистой оболочке гортани. Но особенно их много в слизистой оболочке языка. Общее количество вкусовых клеток около 2000, и примерно половина из них расположена именно на слизистой оболочке языка. Вкусовые клетки находятся в особых образованиях, которые называются вкусовыми сосочками. Они представляют собой выросты слизистой оболочки языка, которые снаружи покрыты эпителием и являются рецепторами вкусового анализатора. Разные участки языка по-разному ощущают вкус пищи. Кончик очень чувствителен к сладкому, а задняя часть языка воспринимает горький вкус. По бокам языка расположились сосочки, реагирующие на кислое. Краевые части распознают соленое. Комбинация ощущений дает всевозможные варианты вкусового восприятия. Обратим внимание на расположение рецепторов, реагирующих на горький вкус, и особенно много их на корне языка. И это не случайно. Несъедобные или ядовитые вещества часто обладают горьким, неприятным вкусом. Раздражение этими веществами рецепторов задней поверхности языка вызывает защитный рвотный рефлекс. В каждой вкусовой зоне осуществляются особые реакции, но рецепторы реагируют только на вещества, растворенные в воде. Так сухая пища кажется безвкусной. И в этом нетрудно убедиться, если приложить к языку сухой кусочек сахара. Вкусовые рецепторы пошлют сигнал о сладком вкусе сахара, как только он начнет растворяться. Рядом с рецепторами, воспринимающими вкус, находятся железы, выделяющие жидкость. Жидкость вырабатывается во время принятия пищи и постоянно смывает растворенную пищу из вкусовых сосочков и дает возможность рецепторам воспринимать новые раздражения. От того, насколько быстро это происходит, зависит продолжительность вкусового раздражения, так называемое послевкусие. Ощущение вкуса зависит от температуры и запаха пищи. Вкусовой анализатор получает раздражение от пищи, преобразует его в нервный импульс. По нервным путям импульсы доходят до вкусовой зоны коры больших полушарий.
В определении вкуса пищи принимают участие не только органы вкуса, но и обоняние. Например, вкус жареного мяса возникает у нас при одновременном появлении всех этих ощущений. Значит, обонятельный и вкусовой анализаторы работают в тесном взаимодействии. Объединенная информация проводится в кору головного мозга и также анализируется на внутренней поверхности височных долей. Поскольку рецепторы вкуса и обоняния работают вместе, то можно наблюдать интересную особенность их сотрудничества. Например, если у человека насморк, то он не может полностью ощутить вкус блюда. Запахи важны для человека. Если он ощущает запах несвежей пищи, понятно, что надо отказаться от нее. Орган обоняния расположен в самой верхней части носовой полости. Он представляет собой скопление обонятельных рецепторов, имеющих булавовидную форму и снабженных ресничками. Именно эти реснички и принимают на себя молекулы пахучих веществ. Затем по нервным волокнам к мозгу направляются импульсы, сигнализирующие о запахе. Обонятельные рецепторы очень чувствительные. Достаточно 1/10-миллионной доли грамма пахучего вещества, чтобы его воспринял человек. Самые чувствительные современные приборы не могут состязаться с обонянием человека. Пахучее вещество должно быть летучим, растворимым в воде или в жирах. Только при этих условиях орган обоняния может его ощутить и оценить. Особое значение для сохранения жизни и здоровья человека имеют болевые ощущения. Боль сигнализирует о нарушении нормальных процессов жизнедеятельности организма. Также это сигнал опасности, вызванный травмами или другими повреждениями. Боль направлена на то, чтобы вызвать специальные защитные реакции организма, которые обеспечивают сохранность жизни и здоровья. Кроме того, боль вызывает оборонительные рефлексы, направленные на устранение раздражения. 200 лет назад французский философ Вольтер писал, что боль является верным стражем среди всех наших опасностей. Боль громко и непрерывно твердит нам: будьте осторожны, берегите, сохраняйте вашу жизнь. Болевые ощущения – первые, а иногда и единственные сигналы, позволяющие определить болезнь. Болевые сигналы воспринимаются свободными окончаниями болевых нервных волокон. В теле человека практически нет участка, где бы полностью отсутствовали болевые рецепторы, но распределены они неравномерно. Например, богато снабжены ими подмышечные поверхности, грудная и брюшная полости, а меньше всего их на подошвах, ладонях, ушных раковинах. В среднем на 1 квадратный сантиметр приходится до 200 болевых рецепторов. Болевые рецепторы бывают двух типов. Одни отвечают за быструю боль. Острое, колющее, травмирующее воздействие на организм вызывает нервные импульсы, которые проводятся в организме со скоростью 30 метров в секунду. Например, перелом кости. Также есть болевые рецепторы, которые проводят нервные импульсы медленнее, всего 0,5 метра в секунду, и сигнализируют о медленной боли, часто продолжительной и переходящей в глухую. Примером может быть ноющая боль зуба. При раздражении болевых рецепторов возникшее раздражение передается по чувствительным нейронам и проводящим путям в головной мозг. В коре больших полушарий возникает ощущение, определяющее боль. Раздражение болевых рецепторов вызывает рефлекторные изменения в организме. Это может быть усиленное выделение адреналина,
повышение кровяного давления, изменение ритма сердца и дыхания. При действии некоторых веществ, например, раствора новокаина, болевые рецепторы выключаются. Этим пользуются при операциях. Все анализаторы взаимодействуют друг с другом. Благодаря этому человек получает полную и реальную картину окружающего мира. Тело человека – сложно устроенный механизм. Каждый орган выполняет свою функцию. Предлагаю ознакомиться с интересными фактами об органах чувств человека. Итак, факты про глаза и зрение. Что же нам известно о работе этих органов чувств? Мышцы, которые контролируют глаза, являются самыми активными в организме человека. С открытыми глазами человек не сможет чихнуть. Мы моргаем примерно от 17 до 25 раз в минуту. Самый редкий цвет глаз – зеленый. На Земле только 2% людей имеют зеленые глаза. О строении глаза. Глазная роговица – единственная часть организма человека, которая не снабжается кислородом. А еще глаза не могут замерзнуть, так как в них нет нервных окончаний. Встречаются люди, у которых глаза разного цвета. Это около 1% населения Земли. Глаза больше других органов чувств загружают мозг работой. Факты про уши и слух. Имеющий уши да услышит. О строении и работе такого органа чувств, как уши, тоже известно множество занимательных фактов. Уши могут расти на протяжении всей жизни человека. Даже когда мы спим, наши уши работают. Наше ухо способно различать примерно от 3000 до 4000 звуков разной частоты. После плотного приема пищи слух немного ухудшается. Уши являются еще и органами равновесия. Прикладывая к уху большую ракушку, мы слышим не шум моря, а шум собственной крови, которая бежит по венам. Факты про язык и вкус. Язык человека – это не только часть пищеварительной системы, которая помогает разжевать еду, но и важная часть речевой системы. Без языка мы не смогли бы разговаривать. Итак, какие интересные факты о языке как об органе чувств нам известны? На поверхности языка около 5000 вкусовых луковиц. Язык является самой гибкой частью человеческого организма. Язык состоит всего из 16 мышц и считается одним из слабых органов. Отпечаток каждого языка уникален, как и отпечатки пальцев. Цвет языка помогает врачу определить состояние здоровья пациента. Факты про нос и обоняние. Про нос, помимо различных фактов, известно еще множество народных поговорок. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Не суй нос в чужие дела. Нос задирает, а в голове ветер гуляет. А вот что можно сказать про нос, как про орган чувств человека? В носу около 11 миллионов обонятельных клеток. Форма носа полностью формируется лишь к 10 годам. Нос растет на протяжении всей жизни, правда, очень медленно. При необходимости человек способен дышать лишь одной ноздрёй. Приятные запахи расслабляют нервную систему человека. Факты про кожу и осязание. Кожа – это важный орган чувств, с помощью которого мы осязаем все вокруг. Чувство осязания у человека появляется первым, а утрачивается последним. В коже большого пальца 111-135 рецепторов осязания на 1 квадратный сантиметр. Болевых точек в коже
100 на 1 квадратный сантиметр. За цвет кожи отвечает фермент меланин. Чем больше его вырабатывается, тем кожа темнее. Люди с полным отсутствием меланина называются альбиносами. На теле человека можно обнаружить до 80-100 родинок. Органы чувств каждый день помогают нам жить. Когда все органы работают бесперебойно, мы все видим, слышим и чувствуем. Если же хоть один из органов начинает давать сбой, жизнь человека заметно осложняется, не говоря уже о полной потере какой-либо способности. Поэтому стоит бережно относиться к каждому из органов чувств, чтобы жить полноценно. Ребята, завершая наш урок, прошу вас обратить внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Желаю вам здоровья. До новых встреч. Увидимся на следующем уроке.